Добрый день. Я рада всех приветствовать. Благодарю за приглашение участвовать в вашей онлайн-конференции и позвольте предложить вам небольшой обзор тем, которые имеют непосредственное отношение к тем праздникам, которые в эти дни празднует не только наша страна, но и многие другие страны. Это Дни славянской письменности и культуры. Давайте вспомним людей, с которыми связаны эти события. Я считаю, это делать совершенно необходимо, и повторять каждый раз тоже это очень-очень важно. Сейчас мы включим презентацию. Итак, святые создатели славянской азбуки, той удивительной, загадочной азбуки, которую предстоит еще изучать и изучать, и очень много таится неисследованных моментов в ее создании. Так вот, создатели славянской азбуки, святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, не нужно забывать об этом, принадлежали к самой развитой за все время существования нашего мира цивилизации, к византийской цивилизации. Это люди были глубоко укорененные в вере, очень хорошо знавшие различные языки, свободно ими владевшие и горевшие желанием помогать другим осваивать удивительные знания, без которых невозможно счастливое существование человека. Родились они в Греции. И вот мне хочется, чтобы мы сейчас с вами вместе посмотрели карту, увидели, где на карте находится их родной город, который греки называют Фессалоники. Мы немножечко по-другому его называем. И вот перед нами современный вид этого города, Белая башня, являющаяся символом этого города. И нам известно, что младший брат, который с детства был действительно удивительным ребенком, как мы скажем сейчас, вундеркиндом, очень способный был к изучению всевозможных языков, получению знаний, продолжил свое обучение вместе с императором, будущим императором Михаилом Византийским. Поэтому, конечно, то, что он смог впитать в качестве получаемых знаний, безусловно, принадлежало к самому-самому высокому уровню образования. И мне хотелось бы с вами заглянуть еще в удивительный город Венецию, потому что когда год назад я была у вас на днях празднования Дней славянской письменности и культуры, мои слушатели, с которыми я с удовольствием встречалась, рассказали мне, что Венеция построена на сваях из деревьев, которые доставлены были в Италию как раз с ваших земель, которые славятся лесами. И вот Венеция стоит. Для нас, конечно, это большая гордость. И я обещала своим слушателям, что каждый раз, когда я буду читать об этом лекцию, рассказывать и студентам, и преподавателям, с которыми я встречаюсь, об этом удивительном факте. Так что я хочу сказать, что это уже было сделано мной и не один раз. Но давайте теперь заглянем в Рим. Именно благодаря Риму, вот Рим был той очень важной точкой в истории появления славянской письменности, потому что именно Папа Римский утвердил славянскую азбуку. И вот один интересный факт, он не только утвердил ее, но и повелел в славном городе Риме отслужить богослужение на языке, на славянском языке, к которому была уже приобщена и письменность, которой он до этого не обладал. Заглянем мы и совсем недалеко от Колизея, который мы сейчас видели, в базилику Климента Римского. О Клименте Римском, конечно, говорить можно очень много, но сейчас мы только полюбуемся золотыми мозаиками этого удивительного сооружения и спустимся в крипт, где покоятся мощи святого равноапостольного Константина, которого именовали при жизни философом за его необыкновенную мудрость, отличавшую его от многих-многих людей того времени. И давайте, конечно же, побываем и в городе Велиграде, на территории Чехии, откуда, собственно, и происходили все события, связанные с появлением славянской письменности. И в этом городе старший брат Мефодий тоже отошел в мир иной. Вот давайте посмотрим на него с высоты птичьего полета. И перейдем уже
к нашей теме. Перед нами 3 азбуки. Первая – это греческая. Не будь удивительного греческого языка и греческой азбуки, наверное, не появилось бы никогда то, что сейчас именуется славянской азбукой. Но перед нами 2 изображения – глаголица и кириллица. Всматриваясь в них, мы, конечно же, перейдем сейчас к тому, что произошло на вашей земле в 1372 году. Вот мы видим, да, что славянская азбука была создана в IX веке, в 863 году. И вот практически 500 лет спустя происходит удивительное совершенно событие в истории письменности всего мира. Это появление древней пермской письменности или зырянской азбуки, которая, давайте мы тоже посмотрим на нее, вобрала в себя графические черты и кириллицы, и глаголицы, и еще ряда других азбук, что говорит о том, что Стефан Пермский действительно достойнейший наследник, продолжатель дела Кирилла и Мефодия, потому что только человек, хорошо осведомленный в многих письменностях, мог создать такое удивительное творение. Какое же значение для нас с вами играет этот удивительный акт? Дело в том, что Кирилл и Мефодий, являясь людьми действительно принадлежащими к элите цивилизации того времени, создавая свою азбуку, имели в виду самый высокий уровень образования. Вот давайте вслушаемся в их имена. Святой Кирилл. Кирилл в переводе на современный язык означает солнце, то есть это то, что нас освещает. Святой Мефодий. Но Мефодий, если кто-то из вас бывал в славянских странах, наверное, уже мог сталкиваться с тем, что многие славяне Мефодий называют метод. И вот тут мы, преподаватели, задумаемся о том, что получается такая своего рода игра слов, святой метод. Мы с вами все, безусловно, приобщены к методу, к методике. Мы являемся методистами, занимаемся методологическими какими-то, кто-то из нас занимается методологическими изысканиями. Но вот когда к слову метод, который переводится, один из переводов этого слова «путь», когда к этому слову добавляется слово «святой», то это уже очень высокий уровень, к которому мы должны стремиться. Так вот, святой метод, святой путь, в чем же он состоит? Конечно же, прежде всего, в основу любого просветителя должна лежать любовь к тем людям, которым он собирается это просвещение нести. И, безусловно, Стефан Пермский, любя тех людей, которых он видел, ведь вы прекрасно знаете, как он выбрал свой путь, просветительский, миссионерский, апостольский путь, и что двигало его трудами. Меня попросили рассказать о тех учебных пособиях, которые сейчас используются во всем мире для изучения церковно-славянского письма, церковно-славянского языка. Здесь необходимо сказать одну немаловажную вещь. Церковно-славянский язык, как отмечают многие ученые, обладает вот таким свойством, он является наднациональным. Вот это вот очень важно. Когда наше устремление будет именно к этому плану, к наднациональности, безусловно, и мы, и наши ученики смогут делать свое дело именно так, как вот звучит в имени святой метод. Потому что не национальные отличия, которые, безусловно, нужно хранить, безусловно, нужно уделять им внимание, но не замыкаться на них, а искать каких-то общих путей для совместных научных исследований и совместных научных изысканий, которые будут приводить к правильному, здоровому развитию и образования, и науки. И вот сейчас перед вами, позвольте предложить вам вот такой вот комплект
как видите, здесь написано, что он с элементами каллиграфии и палеографии. К сожалению, я не знакома с подобными комплектами в Сыктывкаре, просто не было возможности познакомиться с учебными пособиями. Но очень хотелось бы, чтобы эти пособия тоже, хочется верить в то, что они тоже включают какие-то элементы каллиграфии, потому что, безусловно, комезырянское письмо содержит удивительные черты, которым необходимо подходить и как к каллиграфии. Вот мы у нас в университете совсем недавно провели в онлайн-режиме, в дистанционном, каллиграфический марафон. И люди из разных городов присылали свои работы, причем разных авторов комплектов по церковно-славянскому языку, и мы все имели возможность в режиме дистанционной конференции эти работы посмотреть, оценить, порадоваться, полюбоваться теми идеями, которые дети вместе со своими учителями, но в нашем конкурсе и взрослые принимали участие, вкладывали вот эту работу. И, конечно, я могу засвидетельствовать, что когда люди делились впечатлениями и во время, собственно, нашей конференции, онлайн-конференции, все их высказывания говорили о той радости, которую они получают в момент занятия письмом. Конечно, мы, преподаватели, очень хорошо помним известное выражение «ум ребенка заключен на кончиках пальцев». Действительно, когда мы занимаемся письмом, мы занимаемся развитием ума. Но, как выясняется, это не только развитие ума, тут что-то удивительное, какие-то процессы включаются, которые позволяют человеку гармонизировать его состояние и интеллекта, и душевного покоя. Поэтому мы призываем всех создавать новые учебные пособия, прописи по церковно-славянскому языку, по языку, на языке коми-зырян, проводить конкурсы, всевозможные интересные мероприятия, которые привлекали бы наших детей, занимали их время, увлекали их душевные какие-то стремления. А мы готовы в этом помогать. И ну вот я несколько слайдов покажу с учениками, занимавшимися по нашему комплекту, и как раз здесь можно будет увидеть и другие учебные пособия, наглядные учебные пособия. Я бы очень хотела познакомиться с учебными пособиями, которые создаются в вашей республике, и готова участвовать в их создании. Вот посмотрите, какие счастливые дети. Они все держат в руках прописи по церковно-славянскому языку и плакат из комплекта наглядных пособий с изображением святых равноапостольных Кирилла и Мефодия вместе со своей учительницей. Они изображены на этой фотографии. Обычная общеобразовательная московская школа. И поскольку, призвав всех к какому-то делу, нужно, наверное, именно с точки зрения методики указать тот путь, как это дело хотелось бы развивать. Тут я несколько слов скажу о своем университете, об университете, который я закончила очень давно, 25 лет назад, и сейчас в нем тружусь. В нашем университете действует 9 факультетов, и я работаю на педагогическом факультете. Большой популярностью пользуется наш филологический факультет. К нам в магистратуру приходит очень много выпускников нашего филологического факультета, и мы каждый раз радуемся и восхищаемся и своими коллегами, и студентами, которых они обучили, потому что знание языков у них совершенное. Вот только что у нас прошла конференция, где выступала наша магистрантка, закончившая филологический факультет. Она делала изумительный совершенно доклад, продемонстрировав знание польского языка. Я не один раз была на практике с нашими магистрантами, видела, как они свободно владеют английским, французским, итальянским, греческим. Почему так успешно изучаются иностранные языки? Наверное, потому что у нас изучаются древние языки. Все 9 факультетов нашего университета изучают церковно-славянский язык, являющийся корнем русского литературного языка. На некоторых факультетах изучаются и другие древние языки, древнегреческий,
язык, латынь и очень редкие языки, специалистов по которым не так много и у нас в стране, и в мире. Поэтому, наверное, было бы очень интересно, если бы и мне бы желалось этого, потому что я искренне полюбила Сыктывкар, искренне полюбила тех людей, которые меня принимали, встречали. И у нас, я уже 2 раза была в Сыктывкаре на различных мероприятиях, у нас завязались дружественные связи, мне очень хотелось бы, чтобы эти связи продолжали развиваться, поэтому я приглашаю ваших выпускников поступать к нам в университет на бакалавриат, в магистратуру, если у кого-то уже есть высшее образование, и, конечно же, свои исследования посвящать именно изучению наследия Стефана Пермского, пытаясь найти здесь какие-то интересные мостики с другими языками, с греческим, с церковнославянским, с другими иностранными языками. Это было бы очень и очень интересно. В нашем университете несколько слов. Он находится, мы занимаем несколько зданий. Вот наше здание, которое вы сейчас видите на слайдах, это удивительное историческое здание. Могу только, чтобы не тратить время, пригласить вас посмотреть наш сайт, или такой сайт еще называется «Соборная палата». В этом здании проходят интереснейшие мероприятия, культурные, просветительские, духовно-образовательные, всевозможные концерты, на которых выступают артисты, музыканты всего мира. Конференции проходят с участием ученых со всего света. И, конечно, все это отражается на образовательном процессе. То есть сами студенты и магистранты, они приобщены ко всем этим исследованиям, могут слушать, участвовать и писать свои курсовые, дипломные работы именно в этом направлении. У нас очень много мероприятий проводится, связанных с детьми. Например, именно наш университет является создателем, инициатором общероссийской олимпиады по основам православной культуры, которая много лет успешно проходит, и на которой съезжаются учащиеся со всего мира. Программа очень развитая, интересная, и победителям тоже очень интересную программу придумывает. И другие олимпиады, у нас несколько олимпиад проходит, и в том числе вот наш праздник, посвященный славянской письменности и культуре, который называется «Врата учености». В этом году вот он прошел в онлайн-режиме. Ну, конечно, я буду очень рада, если ваши выпускники придут к нам на педагогический факультет. У нас работают авторы учебных пособий очень интересные, известные ученые, профессора, которые ездят по всему миру, читают лекции. Наши студенты на практику, магистранты, конечно же, не бакалавры, именно магистранты выезжают на практику в другие страны. У нас налажены контакты с Италией, с Испанией, с Грецией, и студенты, магистранты побывали уже во многих странах. Вот, есть возможность стажироваться за границей. Сейчас наш магистрант, аспирант проходит стажировку в Финляндии. Вот, он там и остался из-за того, что происходит на время, конечно же, из-за карантина. И мы будем рады вас видеть. Вся наша корпорация с радостью примет ваших выпускников. Приходите, будем продолжать ваши исследования. Конечно, хотелось бы, чтобы эти исследования были посвящены вот тому, о чем я сказала, письменности, развитию языка, потому что чем больше мы уделяем внимания этой теме, тем интеллигентнее, духовнее, в лучшем смысле этого слова, вырастают наши ученики и становятся настоящими гражданами нашей страны, любящими свою родину, свою малую родину и большую родину, великую родину, способными к контактам с учеными и специалистами из других стран. Я благодарю всех за внимание, очень рада буду посетить Сыктывкар еще раз. Спасибо, всего доброго.